Это телеканал Якутия-24, прямой эфир. С вами Влад Давыдов и программа «Итоги дня». Добрый вечер, смотрите сегодня. Быть или не быть мосту через Лену. Долгожданный объект обсудили на международной научной конференции в Якутске. О каких аспектах проекта говорили эксперты, ученые и власти. В первый раз в первый класс, если найдется место. В Якутске с детских садов выпустилось на 1000 детей больше, чем мест в школах. Как столица будет решать эту проблему? Вода – источник жизни и смерти. Люди продолжают гибнуть во время купания. Где это происходит чаще всего и почему? Обзор нашего корреспондента. Хангаласский район будущего. Айсен Николаев встретился с жителями Улуса. О чем говорили, как будет развиваться район по всем направлениям в ближайшее время. Подготовка к зиме. Министр ЖКХ Савинов посетил Алданский район. Будут ли готовы все объекты к отопительному сезону? А так можно было? В Мирнинском районе житель многоквартирного дома возле подъезда самовольно соорудил гараж. Соседи пожаловались, власти проверили, что в итоге решили. Следственный комитет по республике проводит проверку по факту гибели людей на водоемах республики. Как известно, на днях в районе водопадов Кюрюлюр погиб 27-летний мужчина. Второй похожий случай произошел на Лене. В поселке Тулагина погибла 51-летняя женщина. К сожалению, за лето подобное происходит регулярно. Где такое случается чаще всего и почему? Наш корреспондент Юрий Осипов по порядку и подробнее. Оба случая произошли в воскресное утро. По словам следователей, на Курулуре молодой человек, несмотря на предупреждение персонала места отдыха и запрещающих табличек, утонул во время ныряния. Второе сообщение поступило чуть позже. Около 11 часов в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели во время купания на реке Лени в поселке Тулагина 51-летней женщины. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, сотрудниками которой проведен осмотр места происшествия, а также другие первоначальные следственные действия. Для установления причины смерти женщины назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам процессуальных проверок будет принято соответствующее решение. Непредназначенные для купания места несут в себе потенциальную опасность. Оба происшествия связаны именно с этим. И там люди выходили на водные объекты, при этом заранее зная, что они не оборудованы. Однако водопады Курулур и поселок Тулагина не единственные излюбленные места отдыха якутян. Сейчас мы с вами находимся на протоке Пригородная. Как правило, именно в этом месте находится песок и существует возле этого песка ямы там, до 5-6 метров глубиной. Что происходит? Человек у нас заходит в воду, хочет окунуться, ныряет, попадает в данную яму. В этой яме температура воды намного ниже, чем у поверхности воды. У него наступает переохлаждение, человеку сводит либо судорога, либо переохлаждение, может не выдержать сердце, и люди, как правило, здесь у нас погибают. И это лишь один из возможных вариантов развития событий. В связи с подъемом воды выход на воду стал опасен и для владельцев маломерных судов. Так, недавно пользователи выложили в социальные сети видео, где видно, как перевернулась моторная лодка. На видео видно, что лодка, набирая скорость, перевернулась при развороте. Но этот случай закончился благополучно. Для обеспечения безопасности, а также в целях снижения количества несчастных случаев и гибели людей, сотрудники ГИМС проводят регулярные межведомственные рейды. Сейчас с берегов срывают тальники, топляки и прочий мусор, который несет по реке. Соответственно, если мы раньше ездили и спокойно все видели, сейчас надо более внимательно относиться к реке, смотреть на водную гладь, смотреть на препятствия, которые нас предостерегают. Сегодня в связи с пасмурной погодой на местах отдыха безлюдно. Также безлюдно и на реке. На сегодняшний день единственное разрешенное место для купания – это пляж на 202-м микрорайоне. Остальные места, так называемые дикие пляжи, запрещены, так как они не оборудованы спасательными и медицинскими постами. Юрий Осипов, Игорь Феглер, Джулустан Иннокентьев, Якутск.
В 240 километрах от устья реки Алдан в Татинском районе заметили нефтяные пятна. Информация поступила в Министерство экологии. Специалисты выехали на место и отобрали пробы воды. Черные полосы были замечены как на воде, так и на берегу. На обратном пути группа специалистов поднялась выше по течению от нефтесклада села Булун. При осмотре обнаружили черные пятна на камнях, простирающиеся аж на 100 метров. Расследование продолжается. В Якутии действуют 20 лесных пожаров. 5 из них локализованы. Общая площадь пожаров 60 тысяч гектаров. Значительная часть из них в Горном Улусе. Также пожары действуют в Намском, Вилюйском, Верхневилюйском, Нюрбинском и Кобяйском районах. На тушении задействовано более 800 человек, в том числе федеральный резерв – это порядка 160 бойцов. Немного дождь, конечно, придавил лесные пожары, соответственно, у нас сейчас все шансы для того, чтобы их максимально локализовать. Но при этом это не такой крупный дождь, который бы поспособствовал полному тушению лесных пожаров. Но при этом погода в ближайшие дни прогнозируется пасмурная. Конечно, для нас это очень хорошо, что позволит, возможно, частично локализовать пожары, которые действуют на территории республики, и в соответствии в последующем их ликвидировать. Строительство моста через Лену обсудили на международной конференции в Якутске. Эксперты, ученые, власти говорили о вариантах строительства моста, о том, каким он должен быть. Говорили также о сроках и стоимости этого важного объекта. Рассказывает Дмитрий Тымыров. Конференция собрала более 80 представителей научно-исследовательских проектных институтов и организаций, предприятий мостостроителей, эксплуатирующих организаций из регионов России, Японии и Китая. Теперь значимость строительства моста через Лену в фокусе внимания профессионалов, экспертов мостостроительного общества. Главная цель проведенной конференции – это обсуждение вариантов строительства мостового перехода, каким он должен быть, какие конструктивы, возможные сроки строительства и, соответственно, обсуждение финансовых механизмов реализации данного проекта. Так эксперты пришли к мнению, что переход через реку Лена должен все-таки быть мостовым переходом, а не подземным. Проект планируется реализовать в 2 этапа. На первом этапе будет реализация в виде автомобильного моста и на втором этапе в виде железнодорожного перехода. Как отметил первый вице-премьер правительства Алексей Стручков, сегодня рассматривается вариант концессии на основе механизма государственно-частного партнерства. Это значит, что инвестор привлечет заемные кредитные средства, за счет которых он построит мостовой переход. В дальнейшем возврат средств инвестору будет осуществлен в рамках федеральной программы. Строительство моста, как отмечают эксперты, повлияет на развитие инфраструктуры, развитие региона и на ценообразование. Мы проводили специальный мониторинг перед конференцией. Цены в Якутске в 1,5 раза выше, чем в Нерингре. Хотя до Якутска, допустим, транспорт чуть-чуть дальше, железнодорожный тариф будет там на 5% выше, в то время как продукты здесь в 1,5 раза дороже. Это связано именно с отсутствием железной дороги. На сегодня пока конкретные сроки строительства моста еще не определены. Прежде чем говорить об этом, необходимо актуализировать имеющийся проект 2008 года, разработать финансово-экономическую модель строительства мостового перехода и также актуализировать технико-экономическое обоснование. И после разработки этих документов можно будет с какой-то более-менее приближением сказать о начале реализации. А между тем, железные дороги Якутии в текущем году планируют ввести в постоянную эксплуатацию железную линию Томмот-Нижнебестях. И надо принимать решение, каким образом грузы и пассажиры будут попадать в Якутск. Сохранится та схема перевозки пассажиров, которая на сегодняшний день есть до станции Нижнебестях. От станции Нижнебестях, конечно же, можно будет ехать в любую точку. Таким образом, Нижнебестях станет главным транспортным логистическим центром региона. Это отметил и временно исполняющий обязанности главы Якутии Айсен Николаев во время рабочей поездки в Мегино-Кангаласский район. Конечно же, для нас очень, еще раз хочу повторить, важно развитие железнодорожного узла здесь в Нижнем Бестяхе, как в будущем основного транспортно-логистического центра нашей республики, да и, наверное, всего северо-востока страны. Участники конференции надеются, что данное мероприятие даст толчок
реализацию проекта. Ведь теперь благодаря этому мероприятию о значимости строительства мостового перехода через Лену знают не только местные власти, но и другие субъекты страны. Возможно, это убыстрит поиски потенциального инвестора, и проект будет реализован уже в самое ближайшее время. Дмитрий Тымыров, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Айсен Николаев встретился с жителями Хангаласского района. Речь шла о сельском хозяйстве, газификации, строительстве школ, детских садов, дальневосточном гектаре и многом другом. Как будет развиваться Хангаласский улус по всем этим направлениям в ближайшее время? Репортаж Ланы Ильиной. Участков по программе дальневосточного гектара выдано в Хангаласском улусе больше всего в селе Техтюр. Это более 280 участков. Это обусловлено развитой инфраструктурой района. Выданы они были лесным хозяйством без ведома муниципалитета. Ландшафт, горы да лес. Протянуть электричество и дороги проблематично. Здесь, конечно, видим решение определенное при получении полномочий по лесному фонду для органов местного управления. Если бы здесь мы, соответственно, имели проект планировки территории, проект межевания территории и документы терпланирования другие, то мы бы, может быть, не допустили бы вот подобное. Агропромышленный парк Покровский призван объединить в себе все силы местных производителей в области сельского хозяйства – мясной, молочной, рыбной, растительной продукции. Строительство комплекса планируется совместно с инвестиционной японской компанией Hokkaido Corporation. Проект агропромышленного парка, который предполагает включение всей цепочки, то есть производство, переработка, реализация и хранение. Сейчас ведутся работы с японской стороной. Ну и, конечно, основной упор будем делать на мясную переработку. Да? То есть стоимость проекта порядка 1 миллиарда рублей. В Актемцах ставится вопрос о строительстве общеобразовательной школы. Старая признана аварийной еще в 2013 году. Вопрос ставится давно, и сегодня ответ получен. Школа будет построена в ближайшее время по федеральной программе. Новый микрорайон «Юбилейный» – альтернатива затапливаемой местности в Актемцах. Сюда планируется переселить затапливаемые дома. Возвышенная местность наводнениям не подвергается. На данное время решается вопрос газификации и электрификации участка. В Покровске достраивается пристройка к стационару, здание компьютерного томографа. Строится на деньги предпринимателей района, средства на медоборудование и обучение специалистов через Минздрав. Это очень дорогое оборудование, очень редко в каких населенных пунктах и районах, даже областях, редкость. И на Дальнем Востоке, по-моему, это будет, если не ошибаюсь, только второй такой томограф. И вот у нас силами без привлечения бюджетных средств на уровне района отработано. Строительство третьей школы в Покровске решалось очень долго. Год назад, наконец, вопрос был решен положительно. Школа на 350 мест откроется в сентябре этого года. Стоит вопрос о возмещении расходов на строительство школы. В микрорайоне Звероферма местная предпринимательница занимается производством чая. Сахачай от Нюргюян Заморщиковой знают и за рубежом. По итогам проведено рабочее заседание. Не должны забывать о развитии Хангаласского улуса в рамках проекта «Три долины» и его именно как образовательно-инновационного кластера. Вот сейчас здесь строится замечательное здание Малой академии наук республики. Я уверен, что к 2020 году, в случае внесения тех изменений, о которых мы сегодня здесь говорили, с руководством и Академии Малой, и руководством Министерства образования, с Михаилом Ефимовичем Николаевым, первым президентом нашей республики, вот если мы все эти изменения успеем внести, то к 2020 году мы здесь реально получим объект образовательный не только для школьников, но и для вузовского, послевузовского образования. Далее Айсен Николаев пообщался с работниками сельского хозяйства в селе Улаханан. Село славится развитым сельским хозяйством. В частности, это коневодческая база Бертö. Лана Ильина, Георгий Григорьев, Хангаласский улус. Алданский район посетил министр ЖКХ и энергетики региона Данил Савинов. Чиновник осмотрел объекты тепловодоснабжения, жилые дома, встретился с энергетиками. Руслан Павлов подробнее. Особый интерес у всех структур вызывает теплоцентраль АРМЗ, которая отапливает половину города и которая в прошлый сезон работала в режиме постоянных аварий и ремонтов. В теплоэнергосервисе заверяют, что котельная будет полностью готова. Причем после анализа ситуации, приведшей к авариям в прошлую зиму, в новый сезон будут применены дополнительные решения.
Именно тот момент между запуском РИПа и отключением электрической энергии, он негативно влияет на работу котлов. Получается останов, движения воды нет, закипания, и котлы начинают, это самое видео, они начинают чуть ли не прыгать. Поэтому мы еще рассматриваем такое мероприятие, как установка бесперебойного источника питания на сетевой насос. Действительно, коммунальная отрасль напрямую зависима от энергетиков. Даже плановое технологическое отключение электричества в зимний период может спровоцировать аварийную ситуацию на теплоцентрале. Впрочем, аварийное отключение в январе этого года и привело к выходу из строя котлов на котельной АРМЗ. Здесь нужно у теплоснабжающих организаций, чтобы у них были РИПы и автоматическое переключение, автоматика, чтобы это все сразу включалось. И плюс бесперебойники для насосной группы, чтобы оно сразу не останавливалось. И циркуляция насосов, оно тоже резервные источники, да. Еще один немаловажный вопрос – кадры. Человеческий фактор – такой же барометр работы крупной теплоцентрали. По словам руководства теплоэнергосервиса, к началу отопительного сезона кадровый состав будет обновлен и полностью укомплектован. Данная проблема до отопительного сезона, до начала, будет решена. То есть укомплектация будет полная? Укомплектация будет полная. Инженерно-техническими работниками мы будем укомплектованы полностью. В целом подготовка к зиме продолжается и набирает полномасштабные обороты. Закуплены материалы, скорректированы графики. Это отметил и министр. Министр ЖКХ и энергетики также посетил ряд жилых домов, пообщался с жителями и рассмотрел ход реализации программы капитального ремонта жилого фонда. Руслан Павлов, Алдан. Активную подготовку к предстоящему отопительному сезону ведут и в Ленском районе. Специальная комиссия еженедельно выезжает в Наследие, чтобы проконтролировать ход работ. По плану в районе нужно отремонтировать 35 котельных, 76 котлов, 21 километр труб. Это водопроводные, канализационные и тепловые. До конца августа все эти работы должны быть завершены. Ремонт очистных сооружений, водозаборов, насосных станций. Поставлено 638 жилых многоквартирных домов на опрессовку, на чистку, по промывке отопительной системы, ревизии запорной арматуры. Сейчас короткая реклама, буквально 1 минута. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части итогов дня. Первый раз в первый класс, если найдется место. В Якутске с детских садов выпустилось на 1000 детей больше, чем мест в школах. Как столица будет решать проблему? А так можно было. В Мирнинском районе житель многоквартирного дома возле подъезда самовольно соорудил гараж. Соседи пожаловались, власти проверили, что в итоге решили. 4 дня вдали от цивилизации по нетронутым местам Якутии состоялся журналистский десант по реке Амга. Маршрут в 500 километров проделала и наша съемочная группа. Это итоги дня. В студии Влад Давыдов. Мы продолжаем выпуск. В Якутске к новому учебному году должны дополнительно создать 1000 мест для первоклассников. По сравнению с прошлым годом детей, собирающихся осенью в школу в столице, прибавилось. Как власти города собираются решать эту проблему в срок? Репортаж Кристины Якуповой. Ирида Лыткина, мама будущего первоклассника, столкнулась с проблемой нехватки мест в школе. Ситуацию усложнило отсутствие городской прописки. Прием заявлений в первые классы по месту жительства начался с 1 июля. Буквально 2-3 числа я обратилась в школу, где мне уже сказали, что мест нету. Сейчас выдают дополнительные места, набирают школы. И мы бы хотели попасть именно в 15-ю школу, так как школа стоит в нашем дворе. Ну и хотелось бы узнать, как нам попасть в эту школу. Решить проблему нехватки мест в школах – основная цель окружной администрации города и управления образования. 5500 выпускников-дошкольников, тогда как в школах насчитывается 4562 места. Нам для того, чтобы удовлетворить всех первоклассников местами
классах нужно еще около 1000 дополнительных мест. Для этого у нас сейчас идет работа по выкупу зданий. Правительством Якутии передано в муниципальную собственность здание на Кирова, 15. Кроме этого, выкупается здание на Лермонтова, 152А, где будут размещены 230 первоклассников. 2 кабинета с отдельным входом будут выделены в здании Якутского сельскохозяйственного колледжа на 60 мест. В здании Якутского педагогического колледжа откроется начальная школа и примет 156 детей. В 8-м корпусе 203-го микрорайона проводятся работы по реконструкции под начальную школу для 120 учебных мест. Таким образом, дополнительно создано 686 мест. Сейчас идет активная фаза подготовки учреждений образования к новому учебному году. Мы ожидаем, что 5500 первоклассников придут в наши школы до 1 сентября, отремонтированы и подготовлены. Соответствующее оборудование, мебель уже заказана. Ждем завершения работ. Принять первоклассников в отремонтированное здание готовы и в Национальной политехнической среднеобразовательной школе номер 2. За лето мы сделали новый забор и постелили хорошее футбольное поле. И сейчас работы перешли уже в основной корпус. И сейчас вот в данное время вы видите, идет ремонт окон. И также идут покрасочные работы. Ремонтные работы будут закончены в срок. И мы будем рады видеть своих родителей, учащихся к 1 сентября. К 2022 году в столичных школах будет создано 17 тысяч новых учебных мест, что позволит перевести школы на односменное обучение. И уже тогда родители не будут волноваться о том, что их ребенок не попадет в 1 класс. Кристина Якупова, Григорий Хлопков, Владимир Павлов, Якутск. В Мирнинском районе в Удачном житель многоквартирного дома возле подъезда самовольно соорудил гараж. На недовольство соседей мужчина не отреагировал. Администрация провела проверку и вынесла постановление. Какое в итоге приняли решение? В ситуации разбиралась коллега Ирина Балкова. Идею построить город под куполом, как это планировалось в Удачном более 50 лет назад, похоже, не дает покоя одному горожанину. И он все же решил воплотить эту идею в жизнь. Начал с малого. Возвел возле самого подъезда многоквартирного дома гараж. Там он оставляет свою машину. Чтобы было более понятно, значит, вот он, подъезд. И попрошу оператора показать, где находится этот гараж. Вот он, этот гараж. Парковочное место автомобиля в гараже занимает практически 2. Ну, то есть сюда могло бы поместиться, собственно, 2 автомобиля. А что? Очень удобно. Почти не выходя на улицу, особенно зимой, при минус 50. При этом данное строение загораживает знак, обозначающий, что это придомовая территория. Закрывает угол видимости при въезде и выезде. На обращение соседей не реагирует, ведет себя агрессивно. Вот у вас есть такое желание поставить гараж рядом с подъездом? Было бы, конечно, удобно, но если все поставят, то я не думаю, что это будет удобно всем горожанам, всему дому. Это будет, я не знаю, хаос, наверное. Дети гуляют, заходят иногда, он на женщин нецензурной бранью, говорит, это типа его территория. Я не понял, что вообще хозяин этого города, и не знаю, как надо разбираться, поднимать вопрос. Совсем недавно владелец так называемого временного сооружения поднял в своем гараже уровень пола и залил бетоном. По всей видимости, в дальнейшем господин Виткаускас планирует сделать его капитальным. Мы решили встретиться и пообщаться с местным Гори Кулибиным. Извините, это что? Вот это что? Это тент укрытия. Да, а по какому праву вы его здесь установили? Вы остановитесь. Телеканал «Алмазный край». Очень хорошо. Я думаю, прокурор. Ну, скоро и прокурор заинтересуется. А вы по какому праву здесь установили его? Это что, допрос? Нет, это не допрос. Просто жители обратились на телеканал «Алмазный край». Более того, на окне подъездного дома Игорь Виткаускас установил камеру наблюдения. Была встреча с ним, человек неадекватный. Его просто, я ему говорю, надо убирать, это же вообще незаконно.
Настоящий гражданин является работником обогатительной фабрики номер 12. Из его производственной характеристики следует, что Игорь Виткаускас, цитирую, оказывает добровольное участие в благоустройстве города. Но тогда как же объяснить факт погубленных растений, которые были уничтожены во время установки незаконного строения на придомовой территории? В настоящее время постановление районной комиссии в отношении противоправных действий Игоря Виткаускас направлено в прокуратуру. Совсем скоро мы узнаем, какое решение принято и что в дальнейшем намерен делать Гори Кулибин. Ирина Балкова, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край». В Мирном выявили факты превышения цен на социально значимые продукты питания. Прокуратура города совместно со специалистами администрации района провела проверку. В результате выявили факты превышения цен в одном из магазинов столицы Алмазного края на такие товары, как мука, сахар, подсолнечное масло, молоко. По материалам прокуратуры индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности. В итоге нарушения устранены, цены на продукты питания приведены в соответствие с требованиями. Объединение больниц в Чульмане и Серебряном Бору Ниренгринского района не будет, заявила замминистра здравоохранения республики Людмила Вербицкая. Она сообщила, что по этому поводу нет решения ни коллегии Минздрава, ни правительства республики, ни ее руководителя Айсена Николаева. Так глава ведомства прокомментировала слухи, которые активно обсуждали в социальных сетях в Ниренгре. Как уточнил заместитель главврача Ниренгринской районной больницы Дмитрий Мартемьянов, была лишь рекомендация объединить управленческий персонал административно-хозяйственной службы всех этих трех больниц. Было такое поручение. Значит, в крупных районах Республики Саха-Якутия, там Алданский, значит, район Мирнинский, Ниренгринский район, включить, значит, рассмотрение вопроса объединения городских больниц в структуру центральных районных больниц. По сегодняшний день, кроме вот этого решения, никаких новых указов, распоряжений, приказов с Министерства здравоохранения не поступало, поэтому больше никакой информации мы не владеем. В реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями сегодня проходит лечение 65 детей. В основном это дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, речевыми и слуховыми нарушениями. В центре они получают всю необходимую помощь и консультации. Работают сенсорные комнаты, кабинеты физиотерапии, фонетической ритмики. Установлены оборудование, которых почти нет на всем Дальнем Востоке. До открытия реабилитационного центра в Якутске родителям и детям приходилось выезжать в разные другие города страны. Программы у нас подбираются каждому ребенку индивидуально. Когда ребенок приходит, он проходит у нас диагностику, где мы выясняем его функциональные возможности и компенсаторные возможности, а потом делим детей по группам. Это возрастные группы и по развитию. Вот. Потом каждому ребенку есть маршрут реабилитации, это есть программа. И у кого-то будет эта программа на целый день, у кого-то будет с утра до обеда, у кого-то будет с обеда до вечера. Якутский боксер Василий Егоров одержал победу на международной встрече сборной России против сборной Германии, приуроченной ко Дню бокса в России. Якутский спортсмен защитил честь страны в наилегчайшем весе и победил немецкого боксера Кристофера Гоммана. Бой состоялся на Красной площади в Москве. Я не думаю, что кто-то в этой победе сомневался. Василий Егоров. Состоялся журналистский десант по реке Амга. Выезд приурочили к празднованию Дня реки Амги. Маршрут протяженностью в 500 километров преодолела и наша съемочная группа. Репортаж с Аргаланы Захаровой. Более 300 километров от Якутска до Томмота, и мы на старте. Верхняя Амга – исток реки. Но на самом деле горная речка начинается еще 300 километрами выше. Журналистский десант в составе 9 представителей республиканских средств массовой информации и дирекции биологических ресурсов начинает свой сплав. 3 лодки, 4 дня по нетронутым местам Якутии. Наш путь лежит через 3 ресурсных резервата местного и республиканского значений. Река, она, в общем-то, мало загрязненная Амга на сегодняшний день. Источников фактически у нас
промышленного освоения здесь нет в Верховье. Есть одна артель старателей «Континент», но она далеко в горной местности, поэтому никаких загрязнений с ее стороны нет. Крыбыкан – особо охраняемая природная территория Алданского района, граничит с Алекнинским и Хангаласским улусами. В его лесах водятся лоси, зюбры, северные олени. В притоках Амги, Улу и Сылгылыр расположены нерестилища ценных видов рыб – тайменя, ленка и хариуса. Из-за мелководья идем медленно. Вместо запланированных 90 километров преодолеваем всего чуть больше 30. Но на следующий день начинаем догонять намеченный план. К вечеру достигаем одну из 19 легендарных писанец реки Амги Сылгылыр. Именно на этом месте десятки тысяч лет тому назад проходили или даже жили древние люди. Об этом свидетельствуют эти наскальные рисунки, которые находятся прямо надо мной. А для того, чтобы их было лучше видно, нужно сделать всего одно такое небольшое действие. Эти рисунки выдержали миллионы таких же дождей. От воды они только лучше видны, говорят наши проводники. И таких петроглифов только на этой горе целых 90. Главный хранитель исторической ценности Виктор Иванов живет на противоположном берегу. Увидев нашу лодку, выходит навстречу и зовет на чай с эвенкийским гостеприимством. Виктор Павлович живет здесь круглый год, ловит рыбу, охотится, уезжать не хочет. Здесь он почти с рождения. Еще младенцем его привезли в родовую общину родители. Я родился-то в Ляге. Это отсюда очень далеко Ляги, за Мундручами 100 километров еще. Когда там закрывали, и нема бегикка галбуттары, бегит день билят. Ну, колыбелька маленькая, на оленях. В сентябре 24-го родился. И мы вот прошли 300 километров на оленях сюда. Третий день. Граница Амгинского и Алданского районов. В кордоне госинспекторов похозяйничал медведь. Разорвал обшивку двери, раскидал утеплитель. Не понравился ему и баннер на другой стороне реки. Следы есть, но самого хозяина не видно. Ниже по течению остановка у еще одной писаницы. Множество рун и изображений людей и зверей. Есть среди них и рисунки, похожие на динозавров. В то время фауна совсем была иная, чем сейчас. Допустим, там, по-видимому, изображено какое-то толстоногое животное с черепом динозавра, какой-то крокодил. Ну, совсем другие доисторические животные. На самом ли деле водились в этих местах рептилии, остается только догадываться. А сегодня по лесам ходят и зюбры, лоси и олени, а в воде ленки, щуки и окуни. Четвертый день проходит на таинственной горе Энте. Легенды и тайны окутали эти местности. Говорят, что в одной из пещер в начале 20 века старик по имени Энте спрятал свои сокровища, но до сих пор их никто не нашел. Не удалось их отыскать и нам. Отправились дальше, в Амгу, где и подвели финишную прямую нашего путешествия. И главная цель нашего десанта – это все-таки изменение, принесение норм культуры среди нашего населения. Потому что изменение менталитета. Мы должны бережно относиться к своей родной природе. Иначе кто будет относиться к ней так же бережно, как относимся мы. Сарглана Захарова, Григорий Охлопков, Алдан, Амга. Это были итоги дня. Смотрите телеканал Якутия 24. Будьте всегда в курсе.